And I also said, what the hell? At the moment I understand everything. My life was broken and I'm not free. Приветствуем зрителей подкаста ТНВ. Сегодня с нами рэпер, который собирается баллотироваться в президенты России. Белый рэпер. Как вы понимаете аналогию с США? Так, сегодня главный вопрос. Все, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире, каждый раз мы стараемся менять локацию нашего подкаста. Итак, где мы сегодня? Да, пишите, пожалуйста, свои варианты, где мы находимся сегодня. В прошлый раз мы были... Да, я не помню. В лесу. Где-то в Париже, да, по-моему, мы снимали. Да. Это мне приснилось. Такие Итак, шутки сегодня будут. Хотелось бы начать с такой новости, волнующей меня на этой неделе, то, что у нас открылись в Казани и в Татарстане торговые центры и кафе. Тебя насколько это волнует? Настолько, что я в них не хожу. Все, ты, то есть, старые вещи достала там, позанимала у подруг и не отдаешь теперь. Да. Так. Это лучше, чем, как говорится, Ну, тебе, закончить. то есть, новые вещи не нужны. Нет, а тебе? А я же говорил... Могу одолжить? Нет, я же говорил что я до этого ездил в Башкирию, а там чуть раньше открылись торговые центры. А сейчас там, по-моему, закрылись Ну, как раз. ты советы даешь, получается, Никит? Да. Нет, ну ладно, Не сейчас следуйте советам Никиты. Да, покупайте татарстанское. Итак, из новостей, которые Смотри, меня обрадовали на этой неделе. Челнинский велогонщик. Так, подожди. Что? Кто уже ходил в торговые центры? Напишите в комментариях, мы сегодня прочитаем да. все комментарии. Если есть вопросы, пишите, мы все прочитаем где-то в середине выпуска. Да. А он будет через минут 3. Кто побежал и ждал прям открытия у входа. Да, кто, может, что-то купил, кто, может, работает в И торговом уже центре, заразился. кто, может, продает торговый центр. Ну, там все. Ну, всякое бывает, как Да. говорится. Так, да. давай еще, что на этой неделе произошло интересного? Новость очень добрая, хорошая. Я очень порадовалась за этого молодого человека. Челнинский велогонщик Ильнур Закарин его зовут. Он готовится ко всемирно известной велогонке Тур де Франс. Круто, правда? Блин, ну да, клево, то есть что? Я радуюсь за соотечественника. А ты откуда? Об этом мы не говорим, Никита. Так, да, ну Челнинец участвует в легендарной гонке Он Тур де выступает Франс. за польскую команду, кстати. Да. Ну, все сложилось. Как говорится. Как говорится, из Челнов выступаешь за Польшу. Да. Из Казани, В общем, мы рады. да. Так сказать, поедет на Тур де Франс на КамАЗе. Да. Еще, Никит, сколько тебе? Грамм. Сколько тебе лет? Вам лет? Сейчас определим, входишь ли ты в число молодежи. Так, мне 24. Так. Я уже стар. Никита, ты входишь. В России собираются поднять предельный возраст молодежи с 30 до 35. А в будущем и до 43. Так что, как говорится... То есть на пенсию-то всё не выйдем. потеряно. На пенсию вообще не выйдем тогда. Там Да. пенсионный возраст опять поднимут. Вам 43, а ну... Работайте. Да. И не мешайте тут. Так, ну я, кстати, думал, что до этого, что в принципе как тебе сама эта затея? молодежь до 35 в принципе, то есть была. То есть не до 30 лет, а до 35. Ну, когда мне было 17, я так не думала. А сейчас ты думаешь, что ты уже старая? А сейчас я думаю, 35 это хорошо. А тебе, кстати, сколько? Все, давай, ты сейчас должна очень элегантно уйти от вопроса и перейти к следующей новости. Элегантно ухожу от вопроса. И на этой неделе я еще порадовалась за маленького бизнесмена. Ну-ка. В Дагестане 9-летний мальчик разводит кур ради денег. Да? Вот так вот. В общем, Так, ему подарили... подожди. А есть люди, которые разводят кур не ради денег? Да, ради удовольствия. Просто им нравится ухаживать. Вот тут. Как О, говорится, тут. и еда, и развлечения. Ой, а вам курица не нужна? Нет, Никит, 9 лет, это же все-таки. В общем, ему подарили денежки на день рождения, а он вместо того, чтобы их разбазарить, так сказать, на Вместо того, ненужное, чтобы купить курицу, он разводит курицу. он Не на купил куриц, деньги, а конечно, теперь разводит. их разводит, да. Вот что значит стартаперы, когда должны начинать. Пример подожди. яркий. Он же разводит куриц и продает их, да? Он разводит куриц и продает яйца.
Ну все понятно. Да, так вот. Собирается, чтобы у него в день получалось 1000 штук. Ну потом ему сейчас... Желаем удачи. Смотри, ему сейчас 9 лет, и он разводит куриц и продает яйца. Он станет повзрослее и будет просто разводить куриц. Это двусмысленно? Нет, это на ваше усмотрение. Все понятно. Так, что еще дальше у нас? Продолжаем. Я, кстати, вот в тему новость. Я вспомнил, что я читал на этой неделе новость о том, что одна из марок быстрого питания, скажем так, где представитель это генерал или кто там, капитан. Вот, капитан такой с бородой. Командир. Но я не помню. В общем, они заключили сотрудничество с одной биокомпанией, которая будет производить наггетсы на 3D принтере. То есть мясо будет печататься на 3D принтере, и из этого мяса уже будут делать наггетсы. Как тебе такое? Ты будешь есть? Интересно. Только хотела спросить, а ты бы попробовал такой наггетс? Ну, я бы как минимум попробовал. Я бы не рискнула. Я бы как минимум попробовал этот наггетс в месте, где я смогу подстраховаться, если что-то пойдет не так. То есть прям там? То есть прям там, где есть санузел, давайте так. Так. Никита. Вот такая новость. Ну, технологии идут вперед. Не все, но идут. А если серьезно, Никит, вот мы начали подкаст, я упомянула, что вот русский рэпер, так сказать, да, мы знаем, что Kanye West баллотируется теперь официально в президенты США, и у меня такой сразу вопрос возник, а кто бы вот из российских рэперов мог бы баллотироваться в России в президенты, как ты думаешь? Так, ты упомянула русские рэперы, да? Да. Я сразу вспомнила про Джигана. Про Джигана? Ну, он баллотируется, но как правило, при обстоятельствах. Типа, сегодня я могу баллотироваться, а завтра постепенно я, например, надо подкачаться. У него настроение вообще быстро меняется, он может баллотироваться. Ну, как говорится, в президенты только не в нашей стране. Ну, я вообще не разбираюсь в рэпе, особенно в русском. Как это? Ты только сам сейчас как исполнил? Ну, я исполнил. Я считаю, что я исполнил вообще. Исполняешь вообще тут. Так, ну нет, я, честно говоря, просто не разбираюсь, поэтому не могу сказать, кто вот из рэперов там, русских. Я таких не знаю. Мне просто стало интересно. Хорошо. Ага, так. Итак, продолжая тему опять политическую, кандидат в губернаторы Республики Коми ведет агитацию при помощи котиков. Васи Ложкина. Кстати, у меня было интервью с Василием Ложкиным, это художник, у него очень действительно забавные котики, и, в общем, предвыборная агитация ведется при помощи лозунгов именно с этими котиками. Ну, там лозунги определенные, типа, которые он... Хотим больше зарплату, мяу! Да. Типа такого. Ниже проезд, мяу. Ну, все лозунги, как правило, одним и тем же заканчиваются. Ну, ты понял, да. А еще меня удивило, и действительно очень прикольные ролики в ТикТоке. Бывший профессор СПбГУ, который преподавал всю жизнь математику и физику, теперь делает это в ТикТоке, у него миллион там просмотров, просмотры миллионные, и действительно крутой. А ведь ему 70 лет, представляете? А почему говорят, что ТикТок только для молодежи? Это неправда, я считаю. Ну, правильно, еще для пенсионеров. Он такие уроки ведет там про гравитацию, ты посмотри. Сколько у него подписчиков? Много. Ну, 2. Я не запомнила. Не 2. Так, смотри, не давай. Я его всем рекомендую. Почитаем комментарии, что напишут. Так, я жду, когда откроется Мега. Мега, кстати, открылась. Вчера несколько пабликов вели прямую трансляцию о том, что происходило. Мега открылась, а тот новый, который... Казань Молл. Да, он тоже открылся. Ой, он же больше Меги, говорят. Я, честно говоря, не главный знаю. конкурент Меги. Думаешь? Ну, так писали в СМИ. Мне кажется... Я еще там не была и не собираюсь в ближайшее время. Я тоже не был, но дизайн клевый. Ну, снаружи, да. Да. Дальше? Так. Шутку просто смешную вспомнил. Так, за заброшенным складом или трансформатором, или компрессорный. Компрессорный завод, да? Типа? Ага, отличное предположение. Хороший вариант. Так, ножки красивые, это, мне, естественно, да, комментарий. Так, в понедельник откроют, если откроют. Я работаю в Меге. Работник Меги напишет. Работник Меги. Еще не открылось, видите? Кто хочет Мегу, вот вам ответ. Так, мы обсуждаем здесь новости прошедшей недели. Интересные новости. То есть стараемся обходить политику, но Регина не старается. Это правило придумал я... Это интересно? Это правило я придумал сам для себя.
Что за дверь за вами? Полковник Сандерс, может быть? Не знаем. Никакой рекламы. Увидите в конце подкаста. Ответ. Так, идем дальше, задавайте свои вопросы, у нас еще есть время. Так. Итак, что еще прикольного я увидела? То, что питерская команда воскресила великого поэта Сергея Есенина. Каким образом? То есть на пластинке был записан его голос. Видеозаписи, естественно, с ним не осталось. Была картинка, они, значит, наложили и оживили картинку. И как бы он там читает свою исповедь хулигана. Мне показалось прикольно. Ну, при помощи нейросети. Это в Питере, да? Это в Петербурге, да. Ну, хотя бы символично, что в Питере. Ну да. А то не поняли. Не, ну сама задумка прикольная, скажи. Да. Можно еще так воскресить можно, многих. ну типа Пушкина там. И чтобы... вот, Дантеса и И Пушкина устроить можно. дуэль Нейросеть, между ними. да. Там этот трансформатор лопнет в конце от перенапряжения. Так. Да. Что еще? Итак, у меня еще есть пушистая новость одна. У нас пушистые новости бывают пушистая каждый рубрика. подкаст, если вы У заметили. нас подкаст делится на пушистые новости и обычные новости. Да. Итак, история Бэмби в жизни, так сказать. Так. В Улан-Удэ герой, то есть пожарник, спас маленького олененка из пожара лесного. По-моему, это очень милая новость. Даже обсуждать не хочется. Никита! Бэмби в жизни! Бэмби великолепно просто. Божественно. Там прям мультяшно. Хорошо, было, что да? есть такие люди. Прям, да, прям похож, серьезно. Правда, фотокарточки не сохранилось. Но мне кажется, олени в жизни, они немного отличаются от мультяшек. Олененок! Ну олененок, да. Это, Ну, конечно, это- не олень. Ну, у нас вот здесь за дверью стоит. Олененок, Потом покажу олененок это, знаешь, на светофоре едешь зеленый, он такой чуть подрезал, ой, олененок. Так, давайте, последняя новость, наверное. Последняя новость. Жительница набережных Челнов, ее обманули на $100 тысяч, потому что она хотела заказать электромобиль из США с доставкой. Немного подробнее. На бесплатном сайте жительница, у которой есть $100 тысяч, решила заказать электромобиль. Не съездить за ним в США, а заказать доставочкой. Ты бы заказала электромобиль на бесплатном За такую сайте, сумму? если бы у тебя было $100 тысяч? Или она такая, так, у меня впритык на билет вообще не остается. Ну давай сейчас варианты покидаем. Так, на сайте, так, на Авито не найду. Так, надо что-то еще бесплатное что-то искать. Итак, наш подкаст закончился. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрели нас. Спасибо за ваши вопросы, комментарии. Так, если больше никаких вопросов нету, а их нету, я просто посмотрел в экран телефона, я не читаю ваши комментарии. Мы на них ответим обязательно после подкаста. Спасибо, что смотрели. Мы каждую неделю в разных местах. Кстати, мы локацию не сказали свою. Где мы точно. находимся? Мы находимся в закромах. В закромах. В закромах. Это мы находимся на ТНВ, это внутренний двор, такое техническое помещение. Так сказать, Вест-Кост. Алафузова. Вест-Кост ТНВ. Да. Это реально ТНВ. Можно даже вот камеру увести в небо, но это... Ну, как говорится. Мы пока начинаем так. Да, У нас да. еще не такое профессиональное оборудование. Я сейчас за камеру подбегу и выключу, потому что мы сами там все сделаем. Все, давайте, народ, давайте, пока. Не грустите, в торговые центры ходите. Все будет нормально. А можно уже это как-то... У нас там птичка села, Никит. Да, Там у нас сейчас я уберу. вы- Сейчас я уберу. Никит! Сейчас уберу.